Угрозы соседям, разногласия в правительстве и соперничество. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о каких угрозах заговорил весь мир. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН опубликовала 14-й доклад о Талибане и других связанных с группировкой лицах, представляющих угрозу стабильности и безопасности. Данные талибами обещания быть более инклюзивными, порвать с террористическими группами, соблюдать права человека, провести всеобщую амнистию и не угрожать безопасности других стран не выполняются. Женщинам запретили получать высшее образование и посещать рестораны с местами на улице. В провинции Герат запрещено продавать зарубежные фильмы и музыку, которые, как утверждается, противоречат исламским ценностям. Отношение Талибана к международному сообществу лучше всего иллюстрирует указ, запрещающий афганским женщинам работать в структурах ООН в Афганистане. При этом всего через неделю после публикации этого указа исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистана Амир Хан Мутаки потребовал от ООН передать Талибану место постоянного представителя Афганистана в организации. Талибы не демонстрируют готовность к уступкам ради международного признания. Присутствие в Афганистане иностранных боевиков-террористов, укрываемых талибами, становится все больше угрозой безопасности для соседних стран. Талибы поддерживают связь с Аль-Каидой и другими региональными террористическими организациями, в числе которых Исламское движение Узбекистана, Исламское движение Восточного Туркестана, Джамаат Ансаруллах. Вопреки заявлениям о недоступности использования афганской земли для нападения на другие страны, талибы укрывали и оказывали активную поддержку группировки Техрик и Талибан Пакистан, которая регулярно совершает атаки в Пакистане. В то же время Вилаят Хорасан, афганское ответвление ИГИЛ, талибы считают своими противниками. Власть в Афганистане поделена между Кандагаром, управляемым группами Хайбатуллы Ахундзады, лидера Талибана, и Кабулом, где находится исполняющий обязанности главы МИД Сираджудин Хакани, министр обороны Мулла Мухаммад Якуб Амари и глава разведки Абдул Хак Васик. Кандагарская группа является более изоляционистской, консервативной и бескомпромиссной по международным вопросам, в то время как представители талибов в Кабуле пытаются показать себя более прагматичными, стремящимися к международному признанию и экономической поддержке, хотя их реальные действия не демонстрируют более умеренных взглядов. Правительство талибов не выглядит цельным. Сообщается, что существует серьезное разногласие между Сираджудином Хакани и Муллой Бардаром, одним из основателей Талибана, исполняющим обязанности первого заместителя премьер-министра. Высокопоставленные представители правительства талибов соперничают за контроль над афганскими ресурсами, финансовыми потоками и коридорами ввоза продукции. В частности, Хакани намерен взять под свой контроль строительство газопровода ТАПИ. В целом, Талибан в 2023 году сохранил ту же религиозную идеологию и такие же способы управления, что были в 90-х годах прошлого века, за исключением использования некоторых современных медиаинструментов, например, Твиттера. Талибы не могут обеспечить в стране полную безопасность. Афганское крыло ИГИЛ совершило ряд террористических атак против талибов и иностранных целей, что привело к закрытию ряда посольств, в частности Чехии и Саудовской Аравии, из-за неспособности правительства Афганистана обеспечить их безопасность. Подписавшие ранее контракты крупные инвесторы пока воздерживаются от вложений из-за высоких рисков и опасений по поводу безопасности. Это, например, привело к остановке инвестиций в железнодорожные проекты. Несмотря на усилия талибов, сообщается, что представители ИГИЛ вымогают деньги у предпринимателей. Говоря о проблемах этнических меньшинств, авторы доклада пишут об этнических чистках, в ходе которых тысячи проживающих в Афганистане таджиков, узбеков, хазар и туркменов выселяли из их домов. Тех, кто отказывался подчиниться, избивали, а их дома сжигали. Талибы расширили систему налогообложения, чтобы избежать экономического коллапса. Они повысили эффективность сбора налогов и отчислений с добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, а также улучшили управление в сфере трансграничной торговли, снизив уровень коррупции. Инфляция в феврале 2023 года снизилась до 3,5%, стабилизировав курс валют и рост цен. Тем не менее, стоимость товаров
товаров на данный момент значительно выше, чем была в августе 2021 года. Талибан погасил задолженность перед зарубежными поставщиками за импорт электроэнергии, газа и горючего и обеспечил сохранение их дальнейших поставок для населения. Несмотря на официальный запрет на выращивание наркотического мака, производство наркотических средств остается значительным источником доходов талибов. По некоторым данным, различные силы внутри Талибана борются за контроль над производством наркотиков. В то же время спецотдел по борьбе с наркотиками МВД провел рейды по уничтожению маковых полей и нарколабораторий в некоторых провинциях. Это привело к росту цен на наркотики. Наркотрафик проходит через провинцию Нимрус, граничащую с Ираном. В Афганистане значительно увеличилось производство метамфетамина. Сообщается, что основной контроль за производством и экспортом наркотических препаратов, в том числе синтетических, через Центральную Азию, в Европу и США осуществляется сетью Хакани. А вы видите в этой группировке угрозу для нашей страны? Как вы думаете, что нужно делать? Или просто стоит с ними подружиться? Напишите нам, пожалуйста, свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.